Кто сегодня строит город? Кто-нибудь в состоянии ответить на этот несложный вопрос? Кого назначить ответственным за весь этот железобетон, за все эти незастроенные и никому не интересные, стало быть, территории внутри домов и вокруг них? Те, кто все это строит, лишь исполняет приказы. Те, кто отдает приказы, ничего плохого собственными руками не делает. Вот и все. Некого винить. Тем более, что количество тех, кто отдает приказы, значительно превышает количество семей нянек. Никакой застройщик сегодня не связан никакими строгими обязательствами по созданию хоть какой-то маломальски пригодной для обитания среды вокруг и внутри этих квадратных метров. В условиях отсутствия гражданского инстинкта у населения такое поведение можно было бы счесть нормальным, если бы не вот эти холмы в одном из районов Казани. Пока так. Есть холмы, но нет Монбланов. Но результат, которого достигли здесь, в жилом комплексе «Весна», впечатляет. Застройщик сам, без принуждения, озаботился созданием нового городского парка. Не внутри, не под землей и не на крыше, а рядом с возведенными домами на городской территории. Да, совершенно верно. Мы понимаем, что комфортное пространство для жизни, оно не ограничивается только квартирой. Да? Это и двор, это и территория за пределами двора. И все это в совокупности создает как раз тот самый образ счастливого проживания. И поэтому действительно мы в несколько очередей сдали вот этот парк. Да, сейчас на сегодняшний день полностью завершен. Вот мы сейчас, допустим, новый двор уже проектируем с участием детского психолога. То есть, да, они объясняют, как правильно организовать вот такие общественные дворовые пространства для правильного развития детей. Да. Итак, вся эта территория уже способна осчастливить детей и даже детских психологов. Это огромный шаг вперед. А как насчет комплекса, жилого комплекса у взрослого человека, который наперед знает, что его там ждет? Сверху дома как дома, ничего особенного. Но мы потихоньку перестаем смотреть на город и на жителей вообще сверху вниз. И вот тут, на уровне глаз, начинаются детали. Вы как видите, да, вход в подъезд выполнен на том уровне. И женщинам с коляской, пожилым людям, им не нужно преодолевать дополнительные препятствия. Нет никаких ступенек. Никаких ступенек нет. Да. Особенно актуально для молодых семей, для мам с колясками, они спокойно проезжают. Какая мелочь, а? Какая мелочь? Это очень удобно и очень актуально, особенно на этапе ремонтов, да, когда в первое время очень часто здесь проходит трафик, это грузчики, завозят материалы. Двери можно открыть, и не надо каждый раз этим заниматься. Я вижу, что домофон у вас за дверью находится. Совершенно верно. Это тоже некая забота о жителях. Это удобно, особенно зимой, когда ты уже заходишь в теплый тамбур и можешь спокойно открыть дверь. И тебе не нужно на улице снимать перчатки, искать ключи, делать это на морозе. Да, совершенно верно. Какая забота о человеке. Еще одна важная деталь. Большинство дворов этого жилого комплекса – это дворы без машин. Все уже придумано до нас. На то есть подземная парковка, пусть и не бесплатная. Это не элитарное жилье, и потянуть можно. А можно и не потянуть, и отказаться от подобного средства передвижения. Двор отныне безопаснее и живописнее на порядок. Но здесь машин не ездит. Здесь машин не ездят. Велосипеды только. Велосипед, совершенно верно. Здесь бегают. Люди бегают, используют как беговую дорожку. Плюс, да, велодорожку. Задача поменять мышление всех девелоперов, она, конечно, непростая. Но я думаю, что эволюционно все к этому придут, потому что просто покупатель, он рублем проголосует, да? Конечно. Он не будет, в какой-то момент он перестанет покупать. Но ведь и покупателя надо воспитывать. Чтобы да. А для этого надо делать, вот показывать лучше. Вот смотрите, как может быть. Поэтому ничего, конечно, удивительного в том, что российскому вице-премьеру в пятницу показали именно эту территорию. И, наверное, прогуливаясь по этим совершенно нетипичным для России комфортным местам и заглядывая в том числе и в построенные рядом с комплексом уже городскими властями школу и детские сады, Виталий Мутко догадывался о том, куда же это клонит Казань. Казань, которую показала во всей своей красе, в том числе и Горкинско-Аметьевский лес, чтобы, так сказать, усилить впечатление. Парк вам самим нравится здесь? Да. Скажу, что вот городская среда, если так будем делать, Казань вообще сейчас там вошла, вот, все топы читаешь, третий город, Москва, Питер, Казань по посещению, люди хотят приехать, конечно, очень комфортно, уютно, доброжелательно. Это медицинский факт. В
В то время как большинство российских регионов делают лишь то, что считается обязательным, Татарстан упорно идет по пути создания того, что обязательным не считается. А между тем в сфере жилищного строительства, в том, что касается не только квадратных метров, но и чего-то большего, сегодня нет ничего такого, что вообще считалось бы обязательным. И в Кремле в ту же пятницу на обсуждении нацпроекта «Жилье и городская среда» мы, наконец, слышим этот ветер перемен. Но самое главное – это то, что у вас вовлечены люди. И, конечно, этот опыт, мы сегодня видели ряд общественных пространств, которые вы делаете. Конечно, они, надо их, в принципе, тиражировать. Мы должны будем подумать, как нам сделать так, чтобы сегодня вот и стандарты застройки, и стандарты благоустройства все-таки из таких рекомендательных переходили в какую-то обязательную фазу. О чем тут в частности речь? Предположим, в Казани решили построить жилой комплекс. Тут много ума не надо. Построили дома, заселили людей, все вроде бы счастливы. Но нет. Законодательно, наверное, в будущем этого будет маловато. Надо еще создать городскую среду внутри и снаружи. Убрать, опять же, машины со двора, построить подземную парковку. И если комплекс большой, построить школу, как это сделали в том же ЖК «Весна». Произойдет, конечно, серьезное удорожание проекта. Застройщик все это вместе не потянет. Город новые школы такими темпами строить тоже не готов. Что делать? Придумать федеральную программу, которая точечно могла бы субсидировать такие проекты. И она придумана. Это программа «Стимул», созданная в рамках нацпроекта, уже готовая прийти на помощь. Со временем, когда школы и парки войдут не в произвольную, а в обязательную программу при строительстве жилья, эта программа, это материальная, в первую очередь, помощь из Москвы, способна решительным образом изменить облик наших городов. Мы можем это сделать обязательным. Можем это сделать пока рекомендательно, через стимулирование это сделать. То есть такой переходный период. А через какой-то период, конечно, нужно делать их обязательными, потому что мы не можем больше строить жилье не в среде. Если все это инфраструктура, транспортная, там, школы эти, будут только нацелены за счет опять гражданина, который будет покупать, это опять недоступно. Поэтому Виталий Ильич, он сегодня поставил задачу, вот реально сколько, что нужно, чтобы вот эти проекты были запущены. Ну а пока мы пытаемся своими силами как-то облагородить наскучивший пейзаж. Программа благоустройства дворов, инициированная президентом республики, теперь уже знакома многим. Не понимаю, здесь будет бомжи, все пьянчушки, все тут будут. У вас есть какие предложения? Нам не надо, да. За 5 лет собираются благоустроить 9500 дворов. Но мы только что слышали, как непросто это будет. В этом дворе архитекторы предлагают людям совершенно новое общественное пространство, но жители опасаются создания лишнего комфорта для прохожих забулдык и настаивают на выкорчевывании застарелых пней и выведении не менее застарелых крыс. Селяви. Вот крыса. Вот. Пока еще немногие из нас видели, а как, собственно, можно сделать совсем по-другому. А кто-то и видел даже. Велосипедные дорожки, потом лавочки такие интересные, дизайн такой интересный, клумбочки появились такие стильные, лавочки. В общем, вы видите, что все возможно. Видите? Возможно, да, хотя даже в нашем старом районе. Ну, не все соглашаются и не всем удобно устанавливать, потому что кто-то говорит, что будут сидеть выпивать возле подъездов, поэтому... А детская площадка, она шумная, будет мешать? Ну, нет, но в любом случае есть дворы, в которых детских площадок нету, и их в рамках данного проекта «Наш двор» необходимо сделать. Нужны, еще как нужны. И детские площадки, и лавочки, и беседки, и школы, и парки, и вообще все то, что мы теперь учимся именовать средой. Возможно, уже заканчивается эта эпоха просительства и пассивного созерцания. В конце концов, за человеческие условия голосует всегда народ. И голосует он рублем, конечно. Когда-нибудь мы перестанем покупать квартиры и начнем приобретать среду. Кто сегодня строит город? Ну, кто может ответить на этот вопрос? Наверное, в последний раз мы с вами были способны ответить на этот вопрос еще при Петре Первом. Кто сегодня строит город? Да кто его знает? Слишком много ответственных, слишком много застройщиков, слишком много участников. А когда все ответственные, то как бы никто не ответственный. А кто сегодня должен строить город? Наверное, это государство, это частный бизнес, это застройщики и это люди. Вот тот ответ, который мы с вами и услышали
на этой неделе. Государство стимулирует, частный бизнес строит, люди определяют и контролируют, собственно, все то, что строится. Во всяком случае, сегодня у нас начинают появляться цели, которых не было еще совсем недавно. А не просто какие-то рекомендации. Мы начинаем превращать их в стандарты. И мы же видим, что в наших дворах уже что-то происходит. И мы надеемся, что это перемены. И мы очень надеемся, что это перемены к лучшему. Михаил Любимов, Роман Безменов и Андрей Ключников. 7 дней.